О необходимости разработки концепции умного города в мэрии Грозного задумались пару лет назад, когда поняли, что для создания комфортных условий для жизни горожан в век бурного развития технологий нужно идти в ногу со временем. Изобретать велосипед заново, естественно, не стали, да это и не нужно было. Решили перенять богатый опыт мегаполисов, в которых инновационные идеи в области градостроительства уже опробованы и успешно внедрены. Планы, конечно, амбициозные, но, как уверяет мэр Грозного, весьма реализуемые. Концепция предусматривает собой комплексное развитие города Грозного с учетом современных реалий. Для города Грозного на сегодняшний день актуальными являются вопросы, скажем так, энергоэффективности, потому что они за собой тянут целый шлейф вопросов, в том числе по конечному итогу это комфорт, удобство проживания горожан. Наша цель – это создание современной инфраструктуры с тем, чтобы и качество предоставляемых услуг было на уровне, с тем, чтобы и доступность в плане стоимости этих услуг. Ряд шагов в рамках реализации концепции умного города в Грозном уже предпринят. К примеру, налаживание производства и сборка энергоэффективных светодиодных прожекторов, которые освещают улицы Грозного. Они экономичнее в несколько раз тех же натриевых ламп и просты в обслуживании. При большей светоотдаче, при более комфортном для глаз белодневном свете мощность наших прожекторов 120 Вт. То есть более чем в 2 раза. У нас идет экономия. Это городу позволяет экономить, естественно, значительные средства, которые направляются именно на дальнейшую модернизацию сетей. В поиске решения проблемы экономии средств на вывозе бытовых отходов столичные власти недавно установили вот такие мусорные баки на проспекте Путина. Места во дворе они занимают значительно мало, ввиду того, что основная часть контейнера находится под землей, а мусора вмещают в 5 раз больше обычных урн. Мы закупили 64 мусорных контейнера на сегодняшний день. Места, где они будут установлены по проспекту Кадырова и по проспекту Путина, нами места уже определены. И до конца года будем продолжать их устанавливать на этом участке. Основа дорожной карты развития города – это экономическая платформа, которую столичные власти хотят создать привлечение внебюджетных средств. За счет этого только за этот год создано больше 1500 рабочих мест. Инвестиционный портфель Грозного довольно большой – это 227 проектов на общую сумму почти 267 миллиардов рублей. И желание есть у инвестора, потому что здесь стабильно, безопасно и есть гарантия со стороны главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Планы у нас масштабные, не только, скажем так, на уровень региона, а действительно мы хотим подтянуться к мировым показателям. В этом году в Грозном введены в эксплуатацию почти 11,5 тысяч квадратных метров жилья. На стадии строительства еще 18 многоквартирных жилых домов и 2 комплекса. И задача не только построить площади строительные, жилые площади, но и создать вокруг каждого комплекса микрорайона соответствующую социальную инфраструктуру в виде школы, детского сада, с тем, чтобы люди реально могли комфортно жить. Значительные силы брошены и на модернизацию коммунальных сетей Грозного. Это одна из самых важных страниц концепции умного города. В числе первых это на себе ощутили жители городка Маяковского в Старопромысловском районе. Дренажная система, строительство которой почти закончилось, решит проблему затопления подвалов грунтовыми водами. За счет того, что выполнена дренажная система, полностью вода не сошла с подвалов, конечно, потому что маленький срок. Но на протяжении 2-3 месяцев вода планомерно уходит из подвала. То есть уже видно визуально, как уровень воды в подвалах падает. Этим летом на проспекте Кадырова появились оригинальные остановочные павильоны, которые оборудованы по последнему слову техники. Установлена видеокамера для наблюдения, цифровой рекламный LCD-монитор, предусмотрена даже система кондиционирования в жаркое время года и система отопления зимой. Мерзнуть или мучиться в зное, дожидаясь маршрутки, горожанам больше не придется. Достоинства и сюрпризы новых остановочных павильонов на этом не закончились. Пока ждете транспорт, можно подзарядить телефон, который имеет привычку разъезжаться самое неподходящее время. Да еще и подключиться к бесплатной сети Wi-Fi с радиусом действия до 10 метров. Очень удобная функция, которую по достоинству оценит молодежь. Более комфортно на улицах Грозного после строительства велодорожек стали чувствовать себя и велосипедисты, которые вплоть до этого момента на свой страх и риск ездили по автомобильным дорогам. Концепция умного города охватывает все аспекты жизнедеятельности горожан и направлена прежде всего на создание максимально комфортных условий для жителей и гостей Грозного. Много лет назад, когда глобус строился, где въезд с Аркалы, с Аргуна, когда мы построили этот глобус, я позвонил Рамзану Ахматовичу, спросил, какую надпись можно написать. И Рамзан Ахматович сразу сказал: Грозный – центр мира. Вот наш девиз, наша цель именно сделать Грозным центром мира во всех отношениях. Я думаю,
с помощью Всевышнего Аллаха мы добьемся этих целей, тем более, что нацеленность, упорство, воля, поддержка со стороны Рамзана Ахматовича и федерального центра, оно как бы стимулирует и помогает. Не так давно Грозный существовал лишь в памяти людей. После прошедших войн город практически полностью был разрушен. Недаром же хотели перенести столицу в Гудурмес. Однако меньше чем за 2 десятилетия усилиями властей ему вернули звание одного из самых красивых городов в Северо-Кавказском федеральном округе. Теперь столица Чечни готова покорить и более высокие вершины. Магомед Салтмурадов, Магомед Сулейманов, Магомед Мударов и Магомед Шатаев. Новости 7.